было на самом деле трудно. Только азбука классика издала этот роман «И дольше века длится день» 6 раз. Мы взяли тот вариант, на котором было написано «Последняя авторская редакция». Подходили к отбору действительно тщательно, постарались учесть все замечания, все рекомендации, прочитали очень много литературы об Айтматове, прочитали очень много литературы, созданной им, вот, чтобы сделать отбор. Действительно очень непросто. На мой взгляд, и я бы так хотела, чтобы так случилось, это собрание все-таки рассчитано на молодое поколение, которое не так глубоко знакомо с творчеством Айтматова. Я не знаю, очень жаль, вот узнала сегодня, очень жаль, что количество людей, говорящих на русском языке, сокращается. Благодаря тому, что это издание на русском языке, я полагаю, их число возрастет. Говорить о том, что Чингис Айтматов на русском писал, на киргизском писал, почему так сложилось? Да не почему. Он родился в определенном месте, на земле родился талант. Какие языки были вокруг, он на них писал. Сам он, не знаю для чего, но я сделала ксерокс из того, что не вошло в наше издание. Это диалог был с Владимиром Поркиным, который его спросил, что вы чувствуете, когда пишете по-русски. Ответ. Вряд ли возможно сформулировать это чувство, но мне кажется, я выражаю себя совершенно особым и неповторимым образом. Для меня русский язык не в меньшей степени родной, чем киргизский. Родной с детства, родной на всю жизнь. Он с ним жил. При том, что он прекрасно говорил на русском языке, писать он начинал на киргизском. Но вот из хронологии, которую мы сделали, и я думаю, что она будет полезна, эта хронология отражает, во-первых, его жизненный и творческий путь. Во-вторых, там есть цитаты. Понимаете, там нет оценок, там есть цитаты, как его оценивали на протяжении всей его жизни. То есть это свидетельство эпохи. И сейчас взгляды меняются, а мы зафиксировали вот те, которые были в 1 год, через 2 года, через 5 лет. Поэтому, говорю, для молодого поколения интересно. Отражен там и период, когда он выпал из литературного пространства, и русского, и киргизского. Там есть объяснение его собственными словами, чем он был занят. Общественной работой, дипломатической работой. Писал, что у него нет времени, чтобы писать литературные произведения. Есть сведения о том, какие романы, какие произведения были начаты, и он не смог их закончить. А вот что касается его владения языками, вот посмотрите, в 1957 году первая его повесть вышла «Лицом к лицу», вышла на киргизском языке, перевел Дроздов. Джамиля в 1958 году перевела Дмитриева. О Дмитриевой он отзывался, он писал о ней как о вдумчивом редакторе, о своем учителе, можно сказать, во владевании русским языком. Следующую повесть «Тополек мой в красной косынке» он сам перевел на русский язык. А еще следующую «Верблюжий глаз» опять перевела Дмитриева. Что это такое? Неуверенность или требовательность к себе. Следующая повесть «Первый учитель», 1962 год. Перевод совместно автора и Дмитриевой. И «Материнское поле», 1963, перевод автора. И начиная с 1966-го «Прощай, Пыльсары» он пишет на русском языке. Вот
эта смесь, да, говорит о том, что человек не в худшей степени, нельзя говорить о том, как хуже он писал на одном языке или лучше он писал на другом языке. Мы сегодня услышим киргизскую речь. Я верю, что переводчики, которые написанные на русском языке произведения перевели на киргизский, сумели все-таки передать и плавность его речи, и богатство его языка. Поэтому писатель наш, писатель всего мира. Ну, рада очень, что эта книга дарится. Я благодарна инициаторам такого вот положения. В нашем договоре было такое положение изначально, оно предполагалось, что будет преподноситься в дар читателям, библиотекам, но мы дарим тем, кто пришел к нам сюда, вот, выходя отсюда, получите, пожалуйста, этот дар от библиотеки иностранной литературы, от Российско-Киргизского делового совета, от посольства Республики Кыргызстан.